Еще один храм республики получает вторую жизнь благодаря стараниям местных неравнодушных людей. В селе Юрта Мудрского района есть старинная церковь, в которой почти 1,5 века. Святую обитель построили еще в 1877 году своими силами местные жители. Действовала она до 1936-го, потом долгое время здесь был клуб, что позволило сохранить здание от полного разрушения. Тем не менее, оно требует капитального ремонта. Сегодня активисты собирают средства на восстановление кровли и купола. Елена Кононова передает из Удрского района. Более 100 лет назад этот самый колокол призывал верующих Юртама на церковную службу. И он просто чудом сохранился, когда в 40-е годы Троицкого храма сбрасывали колокольню. Долгое время ударный инструмент висел в центре деревни Кыртувя. Его звон будил по утрам колхозников, звал на обед. Теперь его опять вернули в лоно храма. У этой святыни богатая история. Его рождение, можно сказать, началось вот с этого места. Именно здесь, в деревушке Устьево, добывали глину для кирпича на строительство церкви в 1874 году. Там же и обжигали. Этим ремеслом, кстати, здесь занимались долгое время и в советские годы. Я даже сам помню это самое, как было делали. И даже это самые станки, вот это самое, все видел, все знаю, как оно делается, лепили, как суставы, это самое песок и глина размешивается, потом они это самое все вручную, все это вкладывается, большая яма, купается яма, и многие не могут, да, лошадкой натоптали, чтобы это самое много было глины, это самое раствора было. С Юртама по реке сюда сплавляли известь. А чтобы кирпич был крепким, в раствор добавляли молоко и яйца. Их собирали все жители села. Но самое интересное то, как доставляли материал до самой стройки. Такая есть замечательная история этой церкви, что в 1,5 километра есть деревня, Устьево называется. И кирпичи, там глина есть, и кирпичи делали там. И вот оттуда люди стали цепочкой до Юртама, и вот друг другу передали вот весь кирпич, чтобы построить эту церковь. И сегодня, благодаря гениальному, но простому рецепту строительства, стены храма сохранились без трещин. От разрушения здания уберегло и то, что здесь много лет располагался местный клуб. Но все же время берет свое, и когда церковь вернули верующим, здесь пришлось восстанавливать печку, пол, потолок, менять окна. Главную икону храма Святой Троицы расписывала Оксана Бакланова. На это богоугодное дело ее благословил владыка Петерим 20 лет назад. Сегодня образа, написанные ее рукой, есть практически в каждой церкви Удары, а также Архангельской области. То есть для маленьких икон я беру дерево, которое не растрескивается, не подвержено растрескиванию, а для больших образов я беру фанеру, то есть готовый материал, который потом также по той же технологии, что и дерево, грунтуется. То есть проклейка, поволока, грунты, потом красочный слой, лакирование. То есть все технологии соблюдены, как вот в древности, только что материал изменился. Сегодня жители Юртама в церковь ходят по выходным дням и православным праздникам, читают акафисты, а вот службы вести некому, нет своего священника. Мы сейчас реставрируем церковь, собираем деньги на купол, но нам еще и нужен батюшка, который бы проводил службы в церкви, чтобы жила церковь, а не просто иногда читали молитвы в ней. Вот это самое главное, что нам нужно. Если церковь живет, значит живет и село, верят местные жители. Для Юртама, где сегодня осталось чуть более 200 человек, а в детском саду всего лишь 1 воспитанник, это особенно важно. Поэтому сельчане и дальше намерены восстанавливать храм, куда будет ходить, а в этом не сомневается еще не одно поколение. Елена Кононова, Владимир Кривцон, телеканал Юрган.